Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» – это масштабное мероприятие для школьников с 7 по 11 класса, а также для студентов. Сведения о победителях и призерах конкурса вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. И на основе таких данных выводятся показатели эффективности образовательных учреждений. Наши гости в студии сегодня – Вероника Черникова, студентка первого курса Новосибирского государственного технического университета, призер заключительного этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы». Вероника Валерьевна, добрый день. Добрый день. Вот вы в прошлом году принимали участие в конкурсе «Большие вызовы». По какому направлению и с какой работой вы выступали? Я участвовала по направлению космические технологии с работой по изучению влияния геомагнитных возмущений на радиоволны. Если можно вкратце ее описать, то я изучала то, как Солнце и вспышки на Солнце влияют на распространение радиоволн. Хотя сейчас мы можем редко о них слышать где-то, но они все еще влияют большую роль в нашей жизни и в жизни многих, кто связан с военной темой. То есть, получается, такую фундаментальную работу вы сделали, будучи 11-классницей? Да, у меня были хорошие руководители, моя учительница по физике и Алексей Анатольевич, он младший научный сотрудник ИКФИА «Саран». На основе их как раз-таки аппаратуры у нас в школе есть установка. Нам предоставили программу ИКФИА «Саран», и также мы на основе предыдущих своих же работ делали вот эту работу. И вот выступление в конкурсе «Большие вызовы» дальше вам дало возможность также принять участие в образовательном центре «Сириус». Да, в тот год, правда, была плохая эпидемиологическая обстановка, поэтому было все дистанционно. А так я участвовала в региональном треке, и оно было в очном этапе. Там было интересно, мы работали с тьюторами, и было много друзей, особенно с каких-то своих направлений, в которых ты там постоянно работаешь, с кем-то ты дружишь, и интересно было в том, что ты болеешь из-за своих друзей, но в то же время и сам хочешь победить. Поэтому такая двоякая ситуация была. А так было очень интересно, и на заключительном этапе, когда было собеседование, там разговаривали уже с теми, кто работает в образовательном центре «Сириус», и был очень понятный диалог, не то, что ты там говоришь с каким-нибудь дяденькой, который тебя в 3 раза старше. Нет, это был нормальный такой диалог людей, которые понимают в твоем направлении. А там были ребята, те, которые также изучают точные науки или по техническому направлению разрабатывают свои работы? Там каждый отдельно выступал и должны были выходить по времени. Да. А вот учитывая, что сложилась такая доброжелательная научная атмосфера, вам это помогло при поступлении уже в университет? Да, мне это помогло тем, что это добавляет дополнительные баллы к ЕГЭ. Правда, не во всех вузах принимают большие вызовы, но я поступила в НГТУ, и там за 2 диплома мне добавили 10 баллов. В НГТУ там добавляют по 6 баллов за диплом. А в целом, помимо дополнительных баллов, может быть, участие в конкурсе дало еще какие-то дополнительные возможности? Дополнительные возможности — это как раз-таки то, что тебя заносит в реестр, как раз-таки по людям, подающим выдающиеся надежды. И также это дает тебе понять, что люди хотят. Также это дает тебе и возможность найти новых друзей. И когда в очном этапе ты там
находишься, то тогда ты можешь найти каких-то своих же сподвижников, друзей и узнать их работу, узнать их самих. И тебе это интересно. Когда ты дистанционно принимаешь участие, это ты смотришь только субъективно со стороны своей работы и своих. А когда очно, это гораздо интереснее. Да, но я с вами соглашусь, что дистанционно это все-таки что-то не то. А вот когда вы общались вживую с другими ребятами, которые принимали участие, возникали ли идеи создать какой-то совместный проект на основе вот каких-то разработок? Да, возникали. И когда ты там находишься вживую, ты можешь даже где-то помогать с другим проектом. Вот у меня как раз-таки так было. Я подружилась там с одной участницей, мы там делали макет космического корабля вместе, и она сказала, если он запустится, я получу один из кислородных баллонов, если вдруг оно взорвется. Здорово. Скажите, а вот помимо больших вызовов в Малой академии наук в каких мероприятиях вы еще принимали участие? Я принимала участие еще и в действительных членах и членах-корреспондентов Малой академии наук. Я участвовала там 2 года. Первый год я заняла члена-корреспондента, а уже когда участвовала в больших вызовах, я заняла уже действительного члена Малой академии наук. То есть у вас уже есть какие-то статьи, которые опубликованы в реестрах? Да, у меня есть статьи, которые в «Шаг в будущее» региональный, и также у меня есть статьи в «Пути науки» в журнале. Это уровень РИНС? Это всероссийский конкурс. Ага, ага. Скажите, вот большие вызовы, которые проходят у нас, получается, ежегодно, вы как принимали участие? Как подавали заявку? Сколько времени проходило на рассмотрение вашего проекта? Это для того, чтобы, если кто-то нас сейчас смотрит, тоже захотел принять участие? Принять участие можно еще до 15 февраля подать заявку. Там надо подавать свою работу, описание работы, аннотацию. Надо ее ставить там отдельно. И там уже рассматривается. И дальше уже проходится на региональный этап. Он будет проходить уже на образовательной платформе Малой академии наук, будет проходить в очном этапе. Также можно там поучаствовать дистанционно, чтобы все могли там поучаствовать, и не было такого, то, что прошли, а то, что не смогли выехать, поэтому не смогли поучаствовать. А уже потом, когда пройдет этот этап, и пройдете дальше на всероссийский, там будет уже тестирование, и уже будет оно проходить в очном этапе на Международном центре «Сириус» в городе Сочи. В целом, когда вы находились в центре «Сириус», каковы были ваши впечатления? Ну, я там, конечно, в самом «Сириусе» не была, но мои впечатления — это в основном положительные, потому что даже то собеседование, которое было с теми, кто там преподает, у меня сложилось очень положительное. Там очень много добродушных людей, которые понимают, что ты хочешь сказать, и если они хотят сказать другое, они как-то перефразируют и всячески будут тебе как-то помогать. Поэтому там будет интересно всем, мне кажется. А в целом вы планируете ли продолжать свою деятельность, связанную с наукой? Например, ждать ли нам от вас каких-то больших открытий в ближайшую пятилетку? Я вообще хочу продолжать в науке, но пока что у меня образование на первом месте, но я не хочу забрасывать науку. То есть, получается, они будут у вас идти, конечно, параллельно. Вероника Валерьевна, и вот такой еще вопрос. В конкурсе «Большие вызовы» тот человек, который принимал участие, становился призером, может ли стать наставником для тех, кто только начинает свой путь?
Ну, можно сказать, что да, потому что мы уже прошли этот путь, мы знаем, что от него ожидать. И поэтому мы можем как-то рассказать о наших впечатлениях, о том, что вас будет ждать в этом всем нелегком пути науки. И мы можем рассказать, что и как вас там будет ожидать в именно этапах того, как вы будете идти к образовательному центру «Сириус» и к своим победам и свершениям в данном конкурсе «Большие вызовы». А может быть, даже дать какие-то небольшие советы или научить каким-то хитростям. Скажите, а подробная информация по конкурсу на каком-то сайте можно ознакомиться? Да, можно ознакомиться на сайте Малой академии наук или же на сайте уже Сириуса в разделе «Конкурсы» и «Большие вызовы». Ну что ж, Вероника Валерьевна, очень приятно было с вами побеседовать. Позвольте пожелать вам дальнейших достижений в вашей непростой научной деятельности. Все-таки разработка космических макетов — это для меня что-то из разряда научной фантастики определенно. Спасибо, что пришли к нам, поговорили. Вам спасибо. Напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.